В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте. За минувшую неделю много событий произошло в нашем регионе. На них остановимся поподробнее. Также удалось пообщаться с министром инноваций Якутии и, так сказать, из первых уст узнать, как отрасль чувствует себя сегодня. А компания EA Games проговорилась о ремастере культовой некогда трилогии. Это и обсудим. Поехали. Финальные этапы 5-го регионального конкурса «Моя профессия IT» стартовали в Якутии. Начиная с февраля организаторы провели 25 IT-хакатонов в 22 районах и городе Якутске. В том числе очные выездные, дистанционные для арктических и удаленных районов и онлайн-хакатоны. В отборах участвовали почти 900 человек. В финал прошли 53 команды категории А, это учащиеся с 7 по 11 классы средних школ, и 20 команд категории Б, это студенты с ВУЗов и вузов. Также отмечается, что к 2024 году планируется создать 10 тысяч рабочих мест в IT-индустрии в регионе. А конкурс «Моя профессия IT» является своего рода кузницей кадров. Этот год конкурса «Моя профессия IT», он уникальный во всем. Он изначально планировался как конкурс, который впервые охватит большое количество вузов. Но реальность внесла свои коррективы, да. Но мы не опустили руки. Мы внедрили новые форматы, это вот дистанционные этапы. Казалось бы, это очень сложно, но даже при таком формате мы получили новых участников. Систему видеонаблюдения для мониторинга за ледоходом на Лене установили в Кангаласском районе. Проект реализовали в рамках программы «Безопасный город» посредством компании «Ростелеком». Видеокамеры установлены от села Титары до села Табага. На днях их количество увеличилось до 9. Видеонаблюдение позволит оперативно реагировать на изменения паводковой обстановки и уровня воды в реке. Для подключения и стабильной работы оборудования специалисты Ростелекома каждый провели волоконно-оптическую линию связи. Видеокамеры расположены на высоких точках локации для оптимального ракурса съемок берега. Трансляцию можно посмотреть на сайте saha.gov.ru. Новое электронное издание к годовщине Победы появилось в Якутии. «Бессмертный подвиг якутян в Великой Отечественной войне». Книгу-фотоальбом выпустило издательство «Бичик» при содействии Мининноваций Якутии. Тираж составил 5000 экземпляров. Электронная же версия появится на российской платформе Litres. Представленный материал прольет свет на страшные годы войны, судьбы героев, исход жестких сражений. В альбоме собраны воспоминания якутян-ветеранов войны, тыла, детей войны, переселенцев. В нем можно увидеть и редкие материалы. Видное место занимают статьи о ныне живущих ветеранах. Эта книга сейчас распространяется по всей республике, по районам республики. Вот, и есть возможность купить ее уже в магазинах. Ну и также, конечно, мы как Министерство цифрового развития сейчас вместе с компанией Бичик и Видерес скоро выйдет и цифровая версия этой книги. И все наши земляки из удаленных уголков всего мира, в Москве, Питере, в других странах, смогут ее тоже скачать, приобрести. Также с Анатолием Семеновым на этой неделе удалось сделать большое интервью. Обсудили многое, но центральной темой стало то, как связь и IT-сфера ощутили на себе последствия пандемии. IT-отрасль, она тоже является, скажем так, лакмусовой бумажкой других отраслей. То есть если кризис финансовый испытывают другие отрасли, допустим, как авиация, там, туризм, бытовые услуги, то и IT-бизнес, конечно, тоже чувствует от этого эффект и, конечно, отрицательный эффект. Но, что несомненно, надо сказать, что в целом цифровые сервисы сейчас пользуются популярностью, потому что, по сути, у людей не осталось выбора. Сейчас очень сильно растут образовательные агрегаторы, то есть, да, и растут телемедицина, растут различные маркетплейсы, то есть службы доставки, именно какие-то услуги образовательные, вот такие дистанционные. То есть все это идет в рост, и мы видим это на наших резидентах в IT-парка, которые в свое время мы поддержали, профинансировали. Вот такие компании, как там GoGo Courier или Pricebox или компания Bunter.
то есть стриминговые компании, то есть все они сейчас в топе, и они чувствуют рост, безусловно, да. Говорят, что в связи с пандемией цифровизация экономики ускорилась чуть ли не в 10 раз. Так ли это на самом деле и какие срочные решения в инфотехнологиях стали востребованы в связи с этим? Ну, на самом деле, действительно, может быть, конечно, не в 10 раз, да, но вот последние новости там у таких, как компаний, как Zoom, Skype и те, кто занимается видеоконференц-связью, конечно, рост кратный, и вообще в целом большая нагрузка идет на провайдеров связи. А у нас, вот, допустим, компания Ростелеком отметила, что где-то примерно в 2,5 раза вырос трафик, потребляемый населением, и, конечно, мы здесь с коллегами практически ежедневно ведем совещания, мониторим ситуацию. Многие эксперты думают, этот всплеск это такой временный или что будет после пандемии. То есть, да, сейчас очень важно, как рынок отреагирует, когда снимутся ограничительные меры. А кроме расширения каналов связи, как IT-компании и крупные предприятия сегодня помогают в борьбе с коронавирусом? Ну, как вы знаете, первыми на помощь республике пришли IT-компании, показали всем пример. Это компания Майтона, компания InDriver выделили, Арсен Томский выделили по 15 миллионов рублей, всего 45 миллионов рублей на приобретение аппаратов EVL. Да, у нас такие компании, как я уже перечислял, Pricebox и GoGo Courier и OpenBig, они стали первыми, кто позволили офлайновому бизнесу перейти в онлайн, да, и стать таким проводником доставки курьеров. Вы знаете, что наша карта Stop COVID-19, gov.ru, который практически единственный регион, который сделал карту распространения коронавируса, это сделала компания Smart Unit, это резидент IT-парка. А также у нас компания IT Kitchen быстро по запросу Алданского района сделала цифровые пропуска, которыми сейчас успешно пользуются автолюбители Алданского района. И в целом мы сегодня готовы, если будет вводиться где-то режим карантина в той или иной населенном пункте, мы готовы внедрять вот цифровые пропуска как для граждан, для юридических лиц, так и для автолюбителей. То есть это решение разработано буквально в кратчайшие сроки. Буквально на днях мы будем запускать облачную поликлинику, где люди могут записываться на прием к врачу, получать телемедицинские консультации и описывать свои симптомы, то есть, да, напрямую общаться с врачами. Сейчас многие люди перешли на удаленный режим работы, удаленный формат. В связи с этим появилась серьезная угроза информационной безопасности для крупных компаний, госструктур, ну и для граждан, само собой, в части персональных данных. Готовы ли наши якутские IT-компании справиться с новыми вызовами времени и что для этого нужно сделать сегодня? Очень правильный вопрос, Василий. На самом деле, по статистике, за первый квартал этого года у нас количество киберпреступлений увеличилось примерно на 25%. Я считаю, что это очень большой рост в целом, да, по стране. И, конечно, из-за того, что мы переходим в онлайн полностью, да, то есть и преступники за нами из офлайнового мира переходят в онлайновый мир, да. Мы, конечно, проводим очень много практической работы. У нас есть совет по информационной безопасности, который мы собираем постоянно. У нас в министерстве есть отдел информационной безопасности. Мы работаем с коллегами из ТЭК, из Роскомнадзора. То есть всю профилактическую работу и на дата-центре, и на РМ, рабочих компьютерах правительства мы всю безопасность обеспечиваем. Конечно, вот здесь больше всего у нас, скажем так, незащищенными остается население, которым, конечно, нужно уделять внимание как и личной безопасности, так и безопасности своих персональных данных. Вот такие серии уроков, лекций у нас есть на канале в YouTube. Их надо смотреть. Это различный фишинг, различные распространения вирусов, спам-атаки. То есть их примерно там больше десятка различных, в том числе там смс-рассылок. Все эти уловки, трюки, они известны. Надо просто населению внимательно относиться к своим персональным данным и к своему компьютерам и смартфонам. То есть, да, устанавливать соответствующие антивирусы, соответствующие программы и как бы, тоже
Так же, как мы сейчас защищаемся от вируса, от коронавируса, также защищаться от компьютерных вирусов в том числе. Как стало известно из квартального отчета Electronic Arts, до апреля 2021 года компания собирается выпустить 14 игр, включая некий проект в линейке EA HD. Обычно эта аббревиатура означает ремастер или переиздание какого-либо старого хита. Если верить инсайдам, издательство готовит переиздание трилогии Mass Effect. Цитата: «Этот HD-ремейк игры EA трилогия Mass Effect. Только не ждите, что он также выйдет на Switch, по крайней мере, не сразу», написал Джефф Граб, новостной редактор EA, в своем твиттер. Конечно, вряд ли нас ждут ремейки аж 3 частей Mass Effect за раз, но вот на ремастеры вполне можно рассчитывать. В январском отчете для инвесторов компания упоминала 4 игры, основанные на широком портфолио EA. И подтвердила, что занимается переизданием фанатских фавориток. Вероятно, ремастеры представят на мероприятии EA Play 2020, которое пройдет в ночь с 11 на 12 июня. Ну а на этом пока все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Всего доброго!